Здравствуйте! В эфире Сибайского телевидения программа «Крупным планом». Меня зовут Алина Полянская, и сегодня гость в нашей студии – заместитель главного врача Центральной городской больницы по родовспоможению Рамиль Рахимьянович Юсупов. Здравствуйте, Рамиль Рахимьянович. Добрый день. Мы с вами встречались последний раз в этой же самой студии год назад, даже, наверное, больше года. Давно вы к нам не заходили в гости. В связи с этим сразу вопрос. Как роддом пережил 2015 год, который такой кризисный был, да? С какими трудностями столкнулись и что удалось исправить? Наш перинатальный центр в 2015 году работал, я думаю, удовлетворительно. Все показатели по республиканским показателям в пределах допустимого. Мы же как с 2013 года работаем как перинатальный центр по приказу Министерства здравоохранения Республики Башкортостан с прикрепленными районами. Баймакский, город Баймак, Хайбулинский район, Зилаевский район. Вот с этими районами мы тесно связаны и совместно работаем. И у нас примерно 39% составляет роды сельских, вот из этих. 2015 год у нас произошли 1216 родов, по сравнению с 2014 годом на 118 детей меньше. Это высказывается 1991-1992 года. Вот там было очень мало родов, и вот эти дети, которые сейчас идут как становятся матерями. Женщины вот именно молодого возраста, которые основную массу, да, рожениц составляет, их меньше. Да. Потому что вот это и высказался. И, наверное, вот эта кризисная ситуация в России тоже сказывается. Стали бояться рожать. Да. Рамиль Рахимьянович, ну кризис кризисом, понятно, да, он в разные времена наступал и по-разному реагировало население. Когда-то совсем прекращали практически рожать, и тогда были детские сады опустошены, их раздали. Сейчас, наоборот, в последние годы наблюдается бэби-бум, и места в детских садах не хватает. Однако на вот эту статистику количества родов влияет ли состояние здоровья беременных? Вообще вот женщин фертильного возраста. Давайте сначала разберемся немножко в терминологии. Кто такая женщина фертильного возраста, сколько лет ей, вот ее портрет нарисуем. С точки зрения медицины, фертильный возраст, это считается как детородный возраст или репродуктивный возраст. Этот возраст начинается с 15 лет до 49 лет. Но есть там средний возраст от 20 до 59 идет, и взрослый до 60 лет, репродуктивный возраст. Вот это фертильный возраст. Ну, конечно, вот на сегодняшний день, если взять, очень много у нас больных, это, которые за Урале считается как эндемичный район по анемии, так ведь, йодосодержание тоже самое. Но и отмечается заболевание мочеполовой системы, потом и как экстраинтальное заболевание гипертонические болезни, потом настораживает онконастороженность, потому что онкозаболевание в последнее время по статистике молодеет, так? Это молочная железа, рак молочной железы, рак шейки матки, рак тела матки, потому что таких случаев все больше становится. Да, больше становится. Потому что это, наверное, связано обследованием женщин, потому что сейчас доступен и УЗИ, и маммограф есть. То есть диагностика продвинулась да, вперед, диагностика. с этим стали просто чаще выявлять. Да, заболевание, конечно, во всех сферах будет расти. То это говоря о желудочно-кишечные заболевания, то там это связано с печенью, мочеполовой системой, это фактически будет выявление заболеваемости будет высок. Вы уже давно, да, в медицине, и по вашим наблюдениям,
Ответственнее ли стали подходить женщины вот, к процессу и вынашивания, и родов? Я не говорю о том, что здоровее, не здоровее, потому что ну, обстоятельства разные, жизнь разная, ритм разный. Но в последнее время очень много в средствах массовой информации, в том числе и в блогосфере, в интернете ведется разговоров о том, что мамы ответственны. Ну, то есть начали возвращать вот эту вот, да, ценность детства и беременных женщин. Так вот, на ваш взгляд, личный, субъективный, скажем так, ответственнее стали или, наоборот, более разнузданно, безответственно относиться? Да, если молодежь на сегодняшний день очень информацию получает из компьютерной, из телевидения очень хорошо освещает вот эти вопросы. Но я хотел бы сказать как. Удельный вес нормальных родов на сегодняшний день 28% только нормальных родов. И, допустим, если у нас 1000 с чем-то родов происходит, из них 26% это очень тяжелые роды. Это связано все с заболеваниями. А правильно, то есть если, ну вот вы приводите проценты, то есть если взять 10 рожениц, да, то только 3 из них нормально рожают? Да, примерно так. Вот так. Потому что есть ведь возраст разный. Я как говорил, фертильный возраст с 15 до 49 лет, так, но с точки зрения медицины считается нормальные роды. На родоразрешение готов с 22 до 35 лет. То есть вот лучше не рожать и до 22, и лучше после 35 тоже уже... Ну, это, конечно, условно сказано было бы, конечно. Вот самый с 22 до 35 лет считается вот организм более подготовленный, более здоровый, более сильный. А вот с 15 лет до 17 лет это организм еще до сих пор еще не растущий, не развивающийся, поэтому это считается как-то условно допустимо. Поэтому... В последнее время стало ли больше так называемых старородящих? То есть женщин после 30, которые готовы воспроизвести потомство по сравнению с прошлыми годами? Вот это как не старородящие, это возрастные считается по правильному. После 35 лет, конечно, начинается проявляться слабая сторона организма. Так? Поэтому вот 35 и выше, конечно, там некоторые свои нюансы есть. Риски определенные. Риск определенный. Рождение детей хромосомными заболеваниями может быть. Потом поруки развития. Поэтому и состояние женщин очень хрупко становится. И туда же присоединяется экстрагенитальное заболевание. И накапливаются, наверное, хронические заболевания, да. Вегетососудистые дистонии, да. Различные сердечно-сосудистые. Но все-таки вернемся к вопросу. Больше их стало в последнее время? Ну, некоторые, как с начала появлением указа президента о материнского капитала, да, действительно, мы почувствовали сразу. Потому что все уже после 40 лет, которые повторно замуж вышли, или возрастные, они да, начали рожать. Это, наверное, влияет и, наверное, и стимулирующий фактор, и социальный фактор. Ну, в связи с этим, да. С какими трудностями вы столкнулись? Если я правильно поняла, то вот к таким женщинам, которые решили стать родителями после 35 лет, ну, учитывая тот букет, да, обстоятельств, которые этому способствуют, к ним особое отношение должно быть? Какой-то там дополнительная диагностика или уход, или ведение родов какое-то особенное? Да, вот после 35 лет мы особенное внимание обращаем на женщин, потому что, я же, как уже ранее говорил, некоторые проявляются заболевания, поэтому усиленно наблюдаем за ними. Ну, конечно, до родов, если они доходят до 40 недель, так, но мы стараемся таких женщин возрастных, мы предварительно уже госпитализируем 38 недель, чтобы никаких не было осложнений. Да. Потом мы решаем коллегиально, у нас и врач-неонатолог,
заведующий роддома, я сам лично и врачи собираемся, проводим консилиумы, как будем рожать, как у нее состояние здоровья. И в плановом порядке бывает родоразрешается или через естественные родовые пути, или путем операции кесарево сечения. Кесарево сечение, да, мы планируем таким женщинам только в дневное время, в плановом порядке. В связи с этим вопрос, вот вообще как вы относитесь к поздней беременности, как врач? К поздней беременности, конечно, я отношусь слишком не критично, но отношусь, чтобы они меньше рожали. Но, то есть рекомендательный характер носит, что... Да, там надо учитывать свое здоровье, здоровье будущего ребенка, и у них, которые есть дети, их надо думать, потому что, может быть, вот эти последние, после 40 лет, который родился ребенок, может быть, он инвалидом родится. Это на уровне хромосомных заболеваний, может быть, там Дауна может быть. Поэтому, синдром Дауна. Да, синдром Дауна, они бывают. Они вот, для семьи, конечно, очень болезненно относятся Ну да, к в любом случае, окружающим. любой больной ребенок. Да, поэтому... Вообще, как часто прерывается беременность у наших женщин? Прерывание беременности, вот, это же желание самой женщины. Так? По желанию прерываем беременность до 12 недель беременности. Существует прерывание беременности по медицинским показаниям, которые со стороны матери, которые там уже консилиумом решается вопрос о прерывании беременности. Там может быть отсутствие почек, единственная почка, которая больной, сердечное заболевание, оперировано сердце или экстрагенитальное заболевание, очень много, которые там прописано. Раньше был приказ Министерства соцразвития о прерывании беременности по социальным вопросам. Сейчас по социальным вопросам очень мало, потому что смерть мужа во время беременности и нахождение в местах лишения свободы. Поэтому вот эти два разновидности. Да. Но у нас последние годы прерывание беременности, медаборт, это снижается. В прошлом году у нас было примерно 237 прерываний беременности. Из них примерно 90 беременностей, они самопроизвольные выкидыши. Да, это, конечно, статистика, конечно, нас путает, но по сравнению 2000-е, 90-е годы аборты, конечно, меньше стали. По сравнению с республиканскими данными, наши показатели 13,8 промилле, это ниже, чем республиканские показатели. Тогда такой вопрос. Как часто стали женщины терять детей вот именно в ходе беременности не по медпоказаниям, то есть не по своему желанию? Ну, этот замершая беременность, например. Или... Ну да, либо замерший, либо выкидыш там на ранних сроках. Да, выкидышам, конечно, способствует очень много факторов, которые внешние факторы и внутренние факторы. Которые внешним фактором относятся, конечно, несоблюдение режима отдыха, сна, тяжелый, может быть, труд, может стрессовый. Быть, стрессовые факторы. Сейчас ведь женщины очень много ездят и на машинах, и работают. Поэтому другие факторы могут быть. Инфекция, инфекции, передающиеся половым путем, так, курение. Вредные привычки. Вредные привычки, алкоголь, курение, табакокурение и употребление пива. И беспорядочная половая жизнь молодых. Я думаю, примерно вот так. И вот я хотел бы сказать, уже по приказу, 572 приказу Н Министерства Российской Федерации от 2012 года, там уже примерно на прерывание беременности сказано таким образом. Мы должны дать женщине неделю тишины. Женщина в это время устанавливается срок беременности, она хочет прерывать беременность, и мы сразу же не говорим, давай иди, прерывай беременность.
Ей дается недельный отдых. За это время она сдает анализы, консультируется и с мужем обсуждает, с родственниками обсуждает, сохраняет ли беременность или не сохраняет. Поэтому это сугубо личное решение. Да, сугубо личное. Мы никогда не придаем вот этому значению, чтобы идите на прерывание. Но в этот период, да, мы можем сказать, если медицинское показание, мы создаем акушерский, терапевтический, педиатрический комплекс у нас работает при женской консультации. И там собирается и терапевт, заведующий терапией, зав. Педиатрическом отделении. И предлагаем женщине прерывать беременность. Если То есть, как это выглядит? Вы все перспективы развития, да, событий предоставили. Что будет, если она прервет? Что будет, если она не прервет? Как это скажется на здоровье и самой женщины, и плода, который она вынашивает? Да. И только в плане рекомендаций вы можете предложить прерывание. И вот это дополнительно приказу, вот 572 приказу, вот недавно дополнительное было, и там указано и рекомендуют женщин до 12 недель беременности показать, демонстрировать сердцебиение плода, шевеление плода путем УЗИ исследования. Потому что и фотографии, можно пригласить и мужа, и женщине показать. Вот вам сердцебиение, может из этого какое-то побуждение может быть у женщины. И, то есть это своего рода профилактика абортов. Да. Это такая профилактическая работа. Да. Ну вот мы все говорим о женщинах, давайте поговорим, собственно, о самом роддоме. Насколько он готов к экстремальным ситуациям в процессе родов, к принятию там недоношенных малышей с какими-то патологиями, насколько современное оборудование в роддоме, те же самые аппараты УЗИ, есть ли в планах, тут очень много вопросов, есть ли в планах приобретения аппарата УЗИ, который способен 4D, да, или 3D, 4D изображение давать? Ну, как я могу сказать, что как перинатальный центр мы изначально уже работаем со всеми районами, которые я уже сказал. Примерно в год у нас 96, наверное, недоношенных детей. Из них экстра низкими массами тела тоже рождаются. 500-граммовые. Сейчас по данным ВОЗ 500-граммовый более считается как живорожденным. Поэтому нет, от этого никуда не уйти, потому что оказание медицинской помощи этим людям, этим детишкам у нас все возможности есть. У нас 4 аппарата искусственной вентиляции, высокочастотные аппаратура есть. Все врачи, которые работают в роддоме, они владеют оперативными возможностями, активностью. Конечно, таких детей мы, если состояние женщины не позволяет родить, если у нее состояние тяжелое, они же дают нам низкой массы тела детей. Так? Мы прерываем беременность. Это считается как прерывание беременности медпоказания. Ребенок 500-граммовый. И вон тогда выхаживаем. Да, и выхаживаем. Но вот эти дети, они как выходят из роддома, до года живут, но они очень больные дети. Потому что у них глаза слепнут, оба глаза. Потом у них слуховой аппарат полностью не функционирует. Да. Идет там сердечно-сосудистые заболевания, там недоразвитие идет, мочеполовая система, нервная, полностью ребенок может быть потом инвалидом. Да. Но какие мы цели смотрим и что мы делаем на уровне женской консультации, чтобы анемичным, которые женщинам, мы приобретаем в год примерно около 900 тысяч по родовым сертификатам мы приобретаем лекарственные препараты, бесплатно раздаем по рецептам, потом отчитываемся перед ФСС. Но фактически ни одна женщина не остается без внимания. Примерно на каждую женщину мы распределяем до 600 рублей лекарственных препаратов. Это она должна...
если они недополучают, они могут потом сказать, я не получил. Мы пишем рецепт и отдаем. А вот этим, которые маленьким детям, мы покупаем и по линии ОМС, это страховая медицина, и по которым мы заработанным деньгам, по родовым сертификатам, покупаем препарат Курасов, который это очень дорогостоящий, как пенициллиновый флакон, примерно 25 тысяч. Да. И вот этот препарат мы вводим в легкие, в бронх. Они как препятствуют слипанию альвеол. И в итоге дети последние вот эти годы, как Курасов появился, у нас дети пошли, и они выздоравливают, и потом в последующем они выписываются нормально. То есть, получается, вы решаете проблему не до конца сформированной дыхательной системы, да? Да, да. Это вот не только вот, нам же поступает не только Сибайский. Да. У нас вот это, которые прикрепленные районы, они, если женщина начинает болеть, и они отправляют эти. Вот наши средства и уходят и на Баймак, и на Зилайр, и на Хайбул. Потому что мы на это приобретаем лекарственные препараты. Вот вы заговорили о родовых сертификатах, да, это не так давно, в общем-то, введено, да, ну как не так давно, в принципе, давно уже введена вот эта практика родовых сертификатов, когда женщина может выбрать любой роддом в любой точке страны, да, и не имеет права ей там отказать, неважно, что она там прописана на Камчатке, а рожать приехала в Рязань. Средства родового сертификата на что расходуются, ну, кроме тех вот препаратов, о которых вы говорили? Вот с постановлением правительства Российской Федерации с 1 января 2006 года мы начали работать по родовым сертификатам. Так? Это первый раз было распределено деньги, 3000 было, а 2000 было для женской консультации. 5000 было для родильного дома. Так, с 8 года, 16 января 2008 года, там постановление правительства под номером 111, вроде Н, там по распределению денежных средств. И там добавился для женских консультаций 3000, для родильного дома 6000, и для поликлинических условий для детского населения выделили 3000. Ну, как мы распределяем? У нас есть положение по распределению денежных средств, приказ главного врача, так, комиссии по распределению денежных средств. И там включены и все заведующие, члены правкома, и старшие медсестры. Это мы распределяем таким образом. Это, у нас получается 60%. Первый год было 45% на приобретение оборудования, лекарства для женских консультаций. Через 3 года изменений было, дополнение. Там на 60% на зарплату, нет, 60% потом стал на приобретение, 45% было на расходы выплаты денежные. А по родильному дому это идет у нас 45% идет так, 55% на распределение денежных средств сотрудникам. И на приобретение 45% на препараты и оборудование, 55% на оплату труда. Ну, если так подумать, мы каждый год более 10 миллионов так-то зарабатываем. Но эти деньги не хватает катастрофически. Потому что мы на Курасур только покупаем на 1 миллион с чем-то. И вот остальные, там мягкий инвентарь покупаем для рожениц. Рамиль Химьянович, постоянно звучат одни и те же жалобы, собственно, что в роддоме, в отделениях холодно, очень дует с окон, и это особенно ощущается, естественно, в осенне-зимний период. Как вот этот вопрос решается? Ну, в 2013 году мы примерно поменяли 20 окон, когда открывали отделение выхаживания недоношенных детей. Но чтобы замена окон, это очень большие средства нужны. Потому что
Ну, мы каждый год самостоятельно сами в октябре начинаем утеплять. Заклеим, затыкаем весь полностью. Но в этом году, сами знаете, вот, праздничные дни, которые 3-4 января, очень было холодно. Да, там сейчас вроде в городе идет такой, я слышал, по наружному температурному режиму регулирует подачу тепла. Поэтому вот это, наверное, высказался в последнее время. А когда вот очень холодно в палатах становится, ну, понятно, вы не можете заменить окна, да, не всегда срабатывает это утепление. Вы предоставляете какие-то дополнительные обогревающие... Но если очень холодно, да, если возможность есть, мы дополнительное одеяло даем, дополнительно обогревательные приборы даем, а так при возможности. Ну, мы с вами встречаемся уже после праздников, да, отгремели 8 мартовский. Но это сам такой женский праздник, это вот самая ваша целевая аудитория. Что бы вы хотели сказать напоследок? Я хотел бы поздравить весь наше женское население, желать вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, счастья в личной жизни, чтобы никогда не было проблем со здоровьем. Никогда не было проблем с здоровьем. Спасибо большое. Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня гостем студии был заместитель главного врача Центральной городской больницы по родовспоможению Рамиль Рахимьянович Юсупов. Меня зовут Алина Полянская. Ну а я желаю всем женщинам счастливого материнства. Берегите себя и своих деток. Всего доброго. Встретимся в этой же самой студии ровно через неделю.